находимся в необычном месте. Это комеди-бар «Подвал». Я тебя уверяю, что аналогов этого бара в нашем городе нет. Его официальное открытие состоится 28 сентября. Но об этом чуть позже в эксклюзивном интервью от Георгия Абаева. Тома, ты рассказывала мне на прошлой афише про концерт памяти Арно Бабаджаняна. Как он прошел? И смогла ли ты достать билет для нашего Каренчика? Ну что я могу рассказать? Концерт прошел в очень уютной и теплой обстановке любителей, почитателей творчества этого великого композитора Арно Бабаджаняна, отчет о котором вы можете посмотреть прямо сейчас. Театр оперы и балета собрал почитателей творчества Арно Бабаджаяна, одного из самых знаменитых музыкантов нашей страны. Давид Гвинианидзе, Надежда Рафаэлиди, Руслан Сайфуддинов, Владимир Родионов. Песни известного композитора звучали в исполнении звезд мирового музыкального Олимпа. Таланты мира побывали уже во многих крупных городах России. На Владикавказской сцене участники проекта выступили впервые. Несмотря на это, в зале почти не было свободных мест. Такой интерес со стороны публики очень радует, говорит руководитель фонда «Таланты мира» Давид Гвинианидзе. Сегодняшний вечер посвящается потрясающему композитору, один из самых лучших композиторов Советского Союза, который создал огромное количество потрясающих мелодий. Арно Бабаджанян. Я знаю настолько, сколько потрясающих артистов, музыкантов, дирижеров, пианистов, певцов вырастила эта земля. И, конечно, для нас это очень трепетно выступать здесь. Насладиться великолепным исполнением полюбившихся песен пришли люди разного возраста. Одни открыли для себя что-то новое, для других это счастливые воспоминания молодости. Вспомнила многое, студенческие годы, свою молодость, друзей, когда мы вместе собирались, пели под эти песни, были свои компании, свои, как сказать, развлечения, было очень прекрасно. Концерт памяти Арно Бабаджаяна состоялся по инициативе фонда «Таланты мира». Организатор Давид Гвинианидзе выразил надежду, что добрая традиция продолжится и «Таланты мира» еще не раз порадуют владикавказскую публику своими выступлениями. Артем, а ты являешься любителем цирковых выступлений? Ну, в последний раз в водном цирке меня чуть питон не задушил. Это считается? Это не в счет. У меня есть отличная новость для любителей цирка. С 24 по 29 сентября в сельхозе пройдет выступление лилипутов. Да ты что? Интересно же? Очень. Надо обязательно сходить и посмотреть. Тома, у тебя есть выбор, на какой фильм пойти. Либо боевик с нестареющим Дензелом Вашингтоном в главной роли, либо фильм ужасов про куклу «Проклятие Аннабель». Выбирай. Мы пойдем в театр. Джон, там все в порядке? Джон! Вернись в дом! Кровь не моя. Иди в дом и вызови скорую. Быстро! Иди! Мне нравятся твои куклы. Кто ты? Артем, как ты относишься к мужчинам в юбках? А если они танцуют ирландские танцы? 1 октября в Владикавказе пройдет ирландское танцевальное шоу. Можешь пойти, составить мне компанию и заодно проверить. В субботу в клубе 49 специальный гость диджей Светлов и шоу ударных инструментов под руководством Ливана Булаури. А в пятницу, Тома, наши с тобой друзья группы Illinois презентуют свой замечательный новый альбом в клубе Infinity.
Мы приглашены? Мы приглашены. А 28 сентября у компании «Бавария» юбилей. По этому случаю на Площади Свободы пройдет концерт с известными исполнителями. Специальный гость вечера – певец Маршал. Ой, обожаю его песни. Я тоже люблю. А в субботу в IQ-кафе пройдет вторая его тусовка Алана Бигулова, в ходе которой он расскажет о своей поездке на остров Майорка, покажет фотографии, видеоролики. Будет интересно, нужно пойти. Сегодня в гостях у видеофиши арт-директор камеди-бара «Подвал» и по совместительству наш друг Георгий Абаев. Привет, Привет. Привет, Тему. И первый такой вопрос насчет камеди-бара. Как пришла идея, кому она пришла и как это все зародилось? Ну, кому идея пришла, я не знаю, но скажу так, по всему миру, в каждом городе почти мира, где существуют юмористы, где они есть, создаются какие-то, централизуются какие-то места, в которых эти юмористы собираются и выступают. В Осетии, я знаю, есть юмористы, и мы ими были, и много-много-много здесь талантливых ребят. И их никак не можем собрать вместе. И появился один такой человек, который нам предложил: давайте я вам сделаю место, в котором вы будете собираться и будете выступать. Вот, пожалуйста, это место. А что касается идеи самой, придумать камеди, там, бар, это ничего нового. 86-й год. Америка. Георгий, расскажи, пожалуйста, это место является все-таки стартап-площадкой для молодых комиков, да, или для профессиональных юмористов? Верно, Тома. Вообще, эта площадка как стартап, да. Именно так мы хотим сделать, потому что ребята есть талантливые, им нравится это направление, и эта площадка специально для них. Они каждый день приходят, кстати, собираются у нас здесь, придумывают, пишут все, репетируют на сцене. И один раз в месяц приезжает какой-то гость из большого камеди, и выступают они с ним на одной сцене. Вот такой опыт для них. Отлично. А как проходит набор ребят у вас? Да? Какой-то специальный кастинг? Никакого кастинга нету. Если ты придумал, ты приходишь, показываешь нам, мы говорим: круто, давай на сцену, выходи. И более того, у нас каждую неделю будут проходить вечеринки типа «Открытый микрофон» для стендаперов, будут вечеринки камеди-батла, то есть пришел, показался, если зрителю нравится, все, оставайся, ты резидент. И потом в дальнейшем мы с директором этого заведения хотим этим ребятам помочь, оплатить кастинг на Comedy Battle, отправить в Москву, купить билет. То есть стартап, да, правильно Тома сказал. Очень крутая идея. Еще такой вопрос, Георгий, как ты считаешь, владикавказская публика готова к подобным мероприятиям? Конечно, готова, но она еще об этом не знает. Да, потому что у нас интеллигентный зритель. Когда мы играли в КВН, и сейчас мы занимаемся проведением КВНов, мы всегда замечаем расположенность зрителя к юмору. И ребята, которых мы приглашаем, будь там калмыки, Нальчик, все приезжают и все говорят о том, что здесь бесподобный зритель. Однажды был случай, отвлекусь, у нас был один из первых концертов команды КВН «Пирамида» вместе с Руденом. Беслан закрыли аэропорт из-за погоды, и Руден посадили в Минводах. Они ехали 2 часа, зритель ни один не ушел. И да, все ждали, мы что-то в этот момент показывали на сцене, но они приехали, и прошел еще концерт. То есть 4 часа зритель реально сидел, и атмосфера там была очень классная. Так вот, и этот зритель есть в Осетии. И он потихонечку будет приходить сюда, он привыкнет к этому месту, потому что, как вы заметили, у нас нет никаких уголков, где можно спрятаться и уединиться там. У нас большая концертная площадка, заточена именно под то, чтобы веселиться, проходили здесь, чтобы концерты различные. И свой зритель у нас есть, он готов. Он просто не знает, что мы открылись. Расскажите, пожалуйста, об открытии. Что ты со мной на «вы» говоришь? Расскажи, пожалуйста, мне об открытии. Что там будет? Какая программа нас ждет? Приглашенные гости? Поподробнее. Вообще, это открытие будет у нас 28 сентября.
воскресеньем. Приедет к нам Сергеич, это резидент Comedy, открытие прошлого сезона. Он вице-чемпион Comedy Battle. Очень интересный, своеобразный, спорный юморист, потому что кому-то он нравится, кому-то не нравится. Но он узнал об открытии нашего заведения и решил поддержать нас, прилететь. Приедут ребята из Comedy Battle, который на ТНТ. Это дуэт Лена Кука. Это наши очень близкие друзья. Мы их поддерживали с самого начала, когда они начали играть в КВН. И будут наши местные ребята, которые подготовились, я надеюсь. Ну, мы смотрим их каждый день, и они будут выступать с ними на одной сцене. Спасибо большое. Мы желаем вам удачи. Спасибо за интересный Обязательно диалог. придем. Да, придем, Костя. Спасибо. Вам тоже спасибо. Купи 10 порций толков и собери котенка.